Здравствуйте, друзья, товарищи. Всем привет. Сегодня вечер у нас тоже на кухне. Но вот такая распаковка. Сегодня решили на кухне сделать. Просто так очень удобнее. Получили посылку, вернее, от моего товарища по интернету, от Алексея. Он живет в Воронежской области. И он мне отправил посылку такую. Говорит, сюрприз будет. Не знаю, что там. Мы не знаем с Машей. Но сразу скажу, друзья, что это... Наша почта сработала как-то не очень корректно. И там есть какие-то следы. Они, наверное, эту посылку побросали. Ну, не знаю. Посмотрим, что там. Что пришло. Как говорится, гостинцы всегда получать приятно. И мы сейчас сегодня с Машей будем, так сказать, распаковывать. Да, распаковывать я слово не нашел. Вот. Маша приступит, мы тщательно все покажем, что здесь есть. Ну вот такая посылочка. Как-то упакована в мешочек такой. Не знаю, вот боюсь, что могло там что-то разбиться, потому что есть такие признаки. Запах такой еще. Ну, не запах, а аромат такой. Аромат так-то идет чего-то южного. На прошлой распаковке некоторые писали комментарии, что мы там знаем, да, вот специально. Ничего мы не знаем, и даже сейчас тоже не знаем. Хотя я с Алексеем переписывался, он говорит, сюрприз будет. Осторожненько там открой. Да, есть какой-то подтек вот здесь. Очень боязно, чтобы ничего там не лопнуло. Как обычно, не поддается. Так, вот тут. Давай скрой вот так. Как обычно, как посылку всегда трудно распаковывать почему-то. Ох, тут вывалилось конфеты. Конфеты первым пошли. Короче, скрыли. О. Вот, что-то здесь. Что-то разбилось, да? Или нет? А, вот это, да? Это, наверное, вытекало. А, не разбилось, друзья? Скорее всего. Нет, это варенье. Это варенье. Это, напоминаю, все южное. С юга. Домашнее. Да? Что-то разбилось, Вот, друзья. вот. Но это не будем показывать уже, убирай. Вот это разбилось. Не разбирай здесь. Здесь, не разбирай. наверное, были Маша, помидоры, салат, наверное, какой-то был. Вкусный салат. Ну, короче, это не доехал. Ну, убери. Ну, наша почта такая. Что потом поделаешь. Так, календарик. Это магнитик. Ой, календарик мы сейчас, да. Да, магнитик. Магнитик. Это магнитик. Привет из Воронежа. Вот такой магнитик. Мед для Сергея. Натуральный мед. Как я понял, Мария Алексеевна, если я правильно говорю, Мария Алексеевна занимается медом. Ну, у нее и еще вторая баночка. Да. Это не магазинский, это натуральный свой мед. Вот это да, вот это вещь. Вот это действительно в наших северных краях это очень как бы удовольствие такое не из дешевых, потому что я не считаю магазинский мед медом, там сахар и вода, а вот это уже действительно вещь. Так, сухофрукты, яблоки сушеные. Тут, наверное, не только яблоки, да? Ну, гостинцы с юга. Так, это что-то сушеное тоже. Это что-то, да. Что-то сушеное. Какие-то ягоды там. Будем пробовать. Будем смотреть, что. И так, это
Открой пакетик, посмотрим, что за вкусняшка. Виноград. Или мы. Я не знаю, что-то здесь тоже. Варенье какое-то. Да, тоже варенье с юга. Да. Не знаю, это только надо пробовать, открывать. И носочки. И носочки, это машина, наверное. Да. Да. Тепленькие носочки. Потому что мне уже высылали тебе. Да, мне уже высылали. Да. Вон какие красивенькие, хорошенькие носочки. Спасибо огромное. Это очень хороший подарок. Да. У нас сейчас может похолодает. Это убери. Это ящик уберу. И расстав там вот такие подарочки, друзья. Да. Вот. Ну что, друзья, вот такие гостинцы пришли. Это сушеная бутылка, по-моему, вишня. Сушеная. Я не знаю даже. Я попробовала. Вишня сушеная бывает или нет, но Маша сказала, что вишня. Там, не знаю, вот маленькая баночка, ну-ка подними. Или крыжовник, или что, варенье тоже. Но она... Но не виноград вроде бы. Что-то... Тоже будем пробовать, будем кушать, как говорится. Это все домашнее, все вкусное. Вот мед, вот шикарно. Прям я смотрю не на любую вещь. Это настоящий мед. Один почернее, а другой посветлее. Наверное, там разные. Один там... Вот. Надо будет потом перепиской. Алексей мне потом перепишет. О, да, еще такая фигурная посуда, да. Такая, да. Второй сразу тоже открывай, да, поставь так, чтобы красиво смотрелось. Вот это да, вот это мед. Это настоящий, ароматный. Во, поставь сверху прям. Во. Вот такой. Прям. Вот это да, вот это да. Какие довольные мы да, сидим. Я вот, что вот, это тоже хорошо, Маша, тепло. Да, а что вот этот мед, я очень обрадовался, потому что это натуральный мед. Сегодня мне он велел купить мед. Я сходила сегодня в церковь, сегодня же праздник Андрея Первозванного, да. Была в церкви, и после церкви хотела зайти в магазин, чтобы купить мед, но я забыла. И это, кстати, самый раз. Да. Мы даже и не знали, что у нас есть. Алексей говорит, я у него перепиской спросил, я говорю, что ты выслал-то хоть? Мне скажи, чтобы ориентировочно хоть знать. Говорит, нет, это будет сюрпризом. А вот это настоящий сюрприз. Да, действительно, Алексей удивил. И хочу сказать спасибо и Алексею, и самое главное, Елене Алексеевне и Марии Алексеевне. Они же это вместе все собрали. Огромное спасибо вам. Это большое спасибо. От чистого сердца спасибо. Да. Это мед, это вещь. Это вещь. Каждый вечер у нас Сергей ложкой всегда мед пробует от горла. Мы северяне, я думаю, многие со мной северяне, которые живут, согласятся, что мед, вот мы не кушаем мед, как вот, например, там на Руси кушают его мед, там чаем пьем, еще что. А именно вот мы всегда используем в лечебных целях. Настоящий мед, а не магазинский. Я так. Постоянно у меня ложка меда, как валидол ложку меда сую в рот. На ночь, на сон грядущий. Ну ладно, всем большое спасибо. Всем, кто участвовал в этом деле. Алексею, Марии Алексеевне, Елене Алексеевне. Большое спасибо от нас с Машей. Спасибо огромное. Мы очень довольны. Спасибо. Ну все, будем заканчивать такими вкусняшками. Сейчас будем камеру выключим, еще будем пробовать. Всем пока. Всем пока.